Сәлеметсіз. Мен Ибраева Алия Айдарбековна, учитель географии. Мен орысша, да, буду выступать, потому что... Әрине. Всё, рахмет. География, значит, это наука, которая будет актуальна и популярна всегда. Көрініп тұр ма? И Программа еще ведется? Алия Айдарбековна, продолжайте, пожалуйста. география – это наука, которая будет популярна и актуальна всегда. И невозможно представить данную науку без географических карт. Поэтому в основу моей идеи легла именно работа с географическими картами. Значит, цель моей работы – это сформировать у обучающихся полное и объективное представление о географическом положении стран Африки. Вообще карта, она не только касается Африки, да, у меня полностью вся политическая карта мира, но вот потом будет там фрагмент видео урока, мы взяли именно на примере Африки. Задачи – это сформировать умение работать с дополнительной информацией, поисковой деятельностью, анализировать и обобщать полученные знания, развить устойчивый познавательный интерес к географии, развить словесно-логическое и образное мышление, память, воображение и внимание, развить умение участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения и аргументированно ее отстаивать с помощью фактов и дополнительных источников информации и сведений, развивать самостоятельность творческую и познавательную активность учащихся. Работа именно вот с политической картой, она развивает навыки географического анализа, критического и логического мышления, пространственные представления и интеграция знаний о разных странах и культурах. Даже в современных, да, сейчас телефонах имеются карты, которые могут служить помощниками как на уроке, так и в жизни. Значит, для работы с картой мной были разработаны рабочие листы, карточки, где имеется дополнительная информация о государстве. Значит, что заключалось, какая задача у учащихся? Они читают информацию, которая представлена у них здесь на карточках. Самое главное, первое, они должны, прочитав текст, отгадать название государства. Должны назвать столицу и составить кластер или схему, как им удобно. В общем, выбрать из основной массы самую необходимую информацию и представить ее в графической форме перед классом. Учащиеся работают в парах, либо в мини-группах, и один от группы защищает свою работу у доски. Ну и самое главное и основное, это нужно по контуру подобрать государства и прикрепить к настенной карте, которая вот она у нас пустая, получается, у доски, а они должны со временем заполнить этими странами, каждая группа. На доске обязательно должен быть выведен дескриптор, чтобы учащиеся знали, за что они получают свои баллы. И время, естественно, обговаривается, то есть у нас в основном это около 7 минут. Значит, работа с дополнительной информацией. Она развивает такие навыки, как исследовательские, то есть здесь нужно выбрать необходимую информацию из общей большой массы, делать обоснованные выводы, видеть взаимосвязи, развить умение командной работы, то есть это обсуждение результатов, принятие решений, учитываются мнения одноклассников, то есть согласно и не согласно, идет обсуждение. Навык визуализации – это эффективное и доступное доведение информации до аудитории. Значит, преимущество работы именно с политической картой – это узнавание стран и континентов. То есть работа именно с таким пазлом, она помогает быстрее запомнить расположение стран. Самое главное, стоит отметить, что учащиеся эту карту, они создают самостоятельно. То есть я распечатываю в большом формате настенную карту, пустую, контурную карту, а вот именно контуры государств в цветном варианте учащиеся сами вырезают, используют липучки для того, чтобы в дальнейшем страны с легкостью крепились к этой настенной карте. И потом уже по карте, которую они самостоятельно создавали, они работают уже вот по данному методу. Значит, в отличие от традиционного урока, где учащимся нужно запомнить государства, их столицы, географическое положение, то есть по списку, например, да, или традиционная привычная работа в контурной карте, когда учащиеся наносят границы, раскрашивают страны, подписывают печатными буквами их столицы, это уже привычная и она как бы рутинная, неинтересная работа для них.
Во-первых. Во-вторых, это занимает большое количество времени, потому что работа в контурной карте это всегда нудно и долго получается по времени. Ну, а здесь как бы учащимся рисовать ничего не нужно, но и тем не менее в течение, получается, работы заполняется карта, вот в данном случае Африку мы брали. Данная идея или данный метод, получается, он полезен не только на уроках, вот можно использовать в разделе страноведения, получается, в 7-8 классе, но и еще, допустим, при подготовке к итоговой аттестации в 9-11 классе, при подготовке к ОЗНО, МАДО, к подготовке ЕНТ, допустим, в 11 классе учащийся, допустим, мы практикуем так, выходит в доске, учащийся называет ему страны, он обязательно должен найти эту страну, прикрепить к настенной карте, назвать столицу, с какими государствами еще граничит, допустим, имеет выход в океан или нет, какими морями омывается. То есть чем старше, то есть, допустим, в 7 классе работа будет проще, в 8 классе еще сложнее, то есть в зависимости от целей. И потом, допустим, в 7 классе мы изучаем вот государство, форму правления, на следующий, потом дальше при изучении разделов, допустим, в 8 классе про природные ресурсы, про население, у учащихся уже есть база знаний о географическом расположении стран. То есть, если, например, при изучении раздела природные ресурсы нужно показать на карте или отметить государства наиболее богатые, допустим, там, горючими полезными ископаемыми, рудными и так далее, то учащиеся уже знают расположение, ну пусть не всех стран, то хотя бы некоторых, большинства стран, которые им там легче запомнились и так далее. Также при изучении раздела населения, да, где нужно отметить или показать страны с демографическими проблемами, с наиболее сильно заселенные, допустим, страны, то здесь тоже у учащихся уже есть база, они уже знают о географическом положении хотя бы самых крупных стран. Ну и данный метод, он, я считаю, что развивает интерес к изучению географии, то есть потому что это более как бы игровая форма, и учащиеся могут самостоятельно придумывать еще другие задания вот по данному методу. Это учащиеся вот в 7 классах, получается, в 8 классах, они представляют информацию в виде кластера. Это учащиеся 11 класса, мы готовимся вот как раз к ЕНТ, и они друг другу задают вопросы, называют страны и должны найти, где находится то или иное государство. Также, допустим, можно выполнить дополнительное задание, можно дать, это факты, даются факты, допустим, о странах, это в конце урока дается, о странах, которые изучались сегодня, например, и выводится, допустим, на доску, и учащиеся должны ответить, верно или неверно, то есть отвечают. И теперь хотела представить вам фрагмент видеоурока, на котором мы использовали этот метод. Так, ребята, на прошлом уроке мы с вами изучили тему «Политическая карта мира». Для начала давайте мы с вами вспомним, что же такое политическая карта. Катя, пожалуйста. Карта, которая отображены границы государства, его территории и столица. Так, хорошо. Давайте с вами вспомним объекты политической карты. Да? У нас государства, страны. Давайте вспомним по форме правления страны. Юля, на какие виды делятся? Хорошо. А чем отличается монархия от республики? Полина? Республика правит президент, а монархия король, монарх и так далее. Хорошо. Теперь давайте с вами вспомним, что значит конституционная монархия. Карина? Конституционная монархия – это когда ставит монарх, но его управление мешает конституции. Так, хорошо, ограничена Конституция. Хорошо. А что значит абсолютная монархия? Аделя? Хорошо. И теократическая, последний вид. Что здесь с главой государства, с монархом? Катя, пожалуйста. Так, то есть главой церкви, да, может быть правитель. Хорошо. Теперь давайте я вам предлагаю поработать по политической карте, значит, с пазлом. В чем заключается суть нашей работы? Я вам раздаю рабочие листы. Здесь дано описание страны. Вам нужно выбрать краткую информацию и составить кластер
схему, как вам будет удобно. То есть вы должны показать самую основную информацию, представить ее в графической форме, защитить у доски, и самое главное, вам нужно будет выбрать по контуру, да, вашу страну, прикрепить ее на карте политической, назвать, какими государства не ограничит, имеет ли выход в океан и так далее. Так, значит, давайте приступим. Так, девочки, вы работаете в парах, и от пары одного человека на защиту будет достаточно. Так, на время вам дается 7 минут на работу, поэтому ваша задача, самое главное, выбрать самую основную информацию. Можете использовать свои политические карты атласа. Идем проверку СВАТ. Идем к доске. Так, как ваша страна называется? Африканская республика. Мгм. Летние месяцы с декабря по февраль, а зима с июля по август. Там расстояние 3 столицы, 11 столиц Московск, и население составляет 60 миллионов человек, 8% из которых африканцы, 8% белых, и остальные 30% занимают птицы и азиаты. Также официальной Ирландской республикой, на ее территории находится национальный парк Крюгер Сафари, а также есть животные, которые составляют большую пятерку Африки. Это лев, мул, леопард, слон и носорог. Хорошо. Катя, пожалуйста, покажи на карте вашу страну. Хорошо. Также граничит с Мозамбиком, на ней Пожалуйста, как ваша страна называется? Египет. Египет — это одна из немногих государств, которая находится сразу на 2 континентах. Его основная часть находится в Африке. Также 98% составляют арабы, и только 2% это греки и армяне. 95% Египта покрывают пустыни. И животных здесь распространены верблюд, скорпионы, вараны, превращенные свинки, тайцы и хлопок. Здесь очень мало осадков, всего 25 миллиметров. Также здесь есть большие суточные перепады. Днем очень жарко, а ночью, наоборот, очень холодно. Также преобладают ветры Антарктиды, это горячий пыльный ветер. И из полезных ископаемых уголь, природный газ и нефть. Хорошо. Теперь, Аира, покажи, пожалуйста, как на карте располагается ваша страна. Хорошо, садись, Аира, молодец. Как ваша страна называется? Наша страна называется Эфиопия. И в особенности данная страна не имеет выхода к морю. На ее территории проживает более 120 миллионов человек и 80 этнических групп. Из религий в Эфиопии в основном развит ислам, христианство и традиционные верования. Хорошо. В Эфиопии собственный календарь, который состоит из 12 месяцев, то есть 12 месяцев по 30 дней и 1 месяц короткий 5-6 дней. Мгм. Также на территории Эфиопии наблюдается сезон дождей. Есть короткий сезон, который длится с марта по апрель, и длинный, который из июня по сентябрь. Именно на территории Эфиопии был найден секрет Люси с возрастом 3,2 миллиона лет. Является важнейшим открытием для страны. Также слово кофе произошло от региона Кафа. По легенде, пастух заметил, как его козы стали бодрыми после поедания ягод с кофейного дерева.
Отсюда и пошла история кофе. Так, Димаш, пожалуйста, покажи нам теперь на карте Эфиопию. Эфиопия, Судан, Сомали. Хорошо. И у нас остались девочки Карина и Аделя, да, пожалуйста. Какая у вас страна была? Наша страна Марокко. Марокко, пожалуйста, Карина. Форма правления – конституционная монархия. Тут правит монарх, но его правление ограничивает Конституция. Основное население – это арабы и берберы. Государственные языки – арабский и берберский, но также часто встречается английский, испанский и французский. Преобладающие религии – это ислам. Национальная валюта – это дирхам. В Марокко численность населения примерно 30 миллионов человек. Также Марокко уникальный климат. В один день вы можете проснуться на пляже, а уже в другой на заснеженных горах Атласа. Также Марокко славится такими животными, как шакалы, кабаны и хамелеоны, такими птицами, как фламинго, аист и беркут. Также в Марокко есть такие растения, как оливковые деревья, кеды и инковые пальмы. Марокко находится на северо-западной Африке и имеет выходы в такие океаны, как Атлантический и Средиземное море, и граничит с Алжиром и Западной Сахарой. Хорошо, садись, Карина, молодец. Итак, ребята, давайте мы с вами подведем итоги по проделанной нашей работе. Костя, пожалуйста, какой вывод ты можешь Сегодня на сделать? уроке мы закрепили знания о географическом положении стран, узнали о их населении, государственном устройстве и форме правления. Мы познакомились, что в некоторых странах есть как республика, так и монархия. Мы познакомились с разными видами животных, растений, океанами, которыми граничат страны, а также с их соседями. У меня все. Спасибо за внимание. Мгм. Рахмет әріптесімізге, Әли Айдарбековнаға көп рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Егер сұрақтарыңыз болмаса, чатқа жаза берсек, мүмкін барлығы аяқталғаннан кейін мүмкіндік берерміз. Енді соңғы әріптесімізге сөз берсек,